8 декабря. Пирамида. Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня среда, 5 декабря. Это утро встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня Международный день добровольцев. Это люди с огромной душой, в которой хватает места всем, кто нуждается в помощи и внимании. Абсолютно безвозмездно добровольцы по всему миру помогают людям и животным, попавшим в сложные, порой опасные жизненные ситуации, участвуют в поисках пропавших и в ликвидации последствий стихийных бедствий. Подробнее об этом мы поговорим совсем скоро, ну а пока узнаем, что еще можно будет увидеть в нашей программе. Приятного аппетита! Новый кулинарный рецепт в вашу кулинарную копилку. В стиле простые советы для вашей красоты. Форма, упражнения для бодрости тела и духа. Восхищаться душевной щедростью волонтеров продолжаем мы в нашей программе и хотим отметить, что добровольцы востребованы не только в спасательных операциях. Ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без безвозмездной помощи волонтеров. А героиня нашего следующего сюжета начала свое благородное дело еще на Всемирной универсиаде, которая проходила в Казани, и настолько прониклась этим образом жизни, что теперь участвует в добровольческих миссиях по всему миру. Делать добрые дела и защищать права человека в нашей республике может любой, на общественных началах. Слово «волонтер» теперь на слуху у каждого. После Всемирной летней универсиады в Казани по окончании спортивных состязаний большая часть активистов занялась своими делами. Но некоторые, как Лилия Рамадан, находят в добровольчестве свое призвание. Я была атташе Дональда Лиса, рефери из США, который судил прыжки в воду. Я была с Дональдом Лисом практически 12, может быть, часов в сутки. Помогала ему, переводила. Также во время переговоров переводила некоторые документы. Было очень весело, здорово. А в Непале Лилия координировала акцию помощи тяжелобольным детям и неблагополучным семьям. Сбор пожертвований, проведение активного и интересного досуга. Все, чтобы жизнь людей в разных уголках планеты стала счастливее. Стать волонтером совсем не трудно. Алгоритм очень простой. Для этого необходимо, первое, выбрать общественную организацию, которая направлена на работу с молодежью, с пенсионерами. Второе, позвонить туда, зайти на веб-сайт, скачать анкету. По большей части анкета очень простая, фамилия, имя, отчество, где работаете, где учитесь, и прийти на собеседование и включиться уже в работу. На самом деле каждый из нас, я считаю, что может быть волонтером. Пока волонтерство – удел школьников и студентов, ведь именно в этом возрасте еще живы мечты изменить мир к лучшему. Но главное – это желание и готовность работать и помогать людям. Можно совмещать, например, у нас даже есть примеры людей, которые работают и в отпускное время, на выходных, в пятницу после 6 занимаются как раз-таки благотворительной деятельностью. Все получится, нужно пробовать себя, а уж возможностей сейчас хоть отбавляй. Итак, волонтерство бывает разным. Каким оно бывает, сейчас будем разбираться. У нас в гостях трое очаровательных молодых людей. Мадина Нагманова, Айдар Габдрахманов и Оксана Юдина. Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ребят, ну расскажите, в чем заключается работа волонтеров? Давайте по очереди, Мадина, давайте с вас начнем. Может быть, каждый про себя, да, каждый в своем случае. Я участвую в событийном волонтерстве. Участвую в основном на разных чемпионатах мира, Европы, России и так далее. И в основном я языковой волонтер, то есть я сопровождаю команды, которые приезжают, перевожу им, помогаю во всяких
ситуациях, ну, подсказываю там время и все такое. Местный гид такой, да? Да, местный гид. Какими языками вы владеете? Французским и английским. Так, и сейчас мы по вашей кофте, или как это правильно называется? Бомбер. Вы будете принять участие в WorldSkills, да? Да. Который вот скоро состоится в Казани. Да. Ваша миссия тоже будет такая же, языковая помощь. Не обязательно, я хочу попробовать себя немножечко в другой позиции. Это, например, участвовать... Как участник уже? Нет, не как участник. Как волонтер. Там на WorldSkills будет очень много разных позиций для волонтеров, и я бы хотела попробовать немножечко на другой позиции себя попробовать, например, именно на самой площадке поработать. То есть уже какие-то организационные такие административные моменты, да? Ну, возможно, да, и просто опыт атташе с сопровождением уже достаточно большой, и хочется себя попробовать в новой стезе. Хорошо, мы знаем, что Айдар тоже ваш коллега, примерно в этой же сфере, да? Как-то отличается ваша работа? Ну, в принципе, у меня второй язык испанский, и я разговариваю тоже, да, ола. Да, вот мы тоже работаем с Мадиной, в принципе, и подружились вот в этой сфере, когда мы работали атташе, но у меня также есть опыт еще тим-лидерства, то есть, когда мы управляем волонтерами, мы собираем волонтеров, подбираем, рекрутируем, и вот сейчас мы тоже с Мадиной являемся рекрутерами программы WorldSkills, работаем над тем, чтобы выбрать самых мотивированных ребят на чемпионат, который будет помогать организовывать его. И, наверное, в большей степени, да, это, конечно, языковое какое-то волонтерство, атташе, когда мы работаем с международными делегациями. Слушайте, ну это круто, можно пообщаться с интересными, да, зарубежными гостями. И язык заодно. Язык заодно, да, Вот, попрактиковать вот, дополнительный раз. Оксана, вы волонтеры совершенно другой сферы. Расскажите, пожалуйста, из какой сферы и в чем заключается ваша работа? Я представляю Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», которое в России появилось с 2013 года, а конкретно Татарстанское отделение, которое возникло в Татарстане в 2015 году. Чем же мы занимаемся, для всех, наверное, интересно? Это помощь медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, это профориентация школьников в медицину, ну и, конечно же, это различные всероссийские акции, которые направлены на профилактику самых актуальных заболеваний среди населения. Ну, например? Например, это всероссийская акция «Stop ВИЧ-СПИД». Вот, наверное, наслышаны об этой акции. 1 декабря, да, это у нас был день. Вы сам врач какой специальности? Я врач-стоматолог. То есть мы понимаем, что любой врач может стать вот членом вот такого движения? Да, конечно. Ну, даже, наверное, не врач еще для начала, студент, да, студент медицинского университета. Сейчас также у нас появляются в школьных рядах, это школьное волонтерство, то есть это медицинское волонтерство, где мы занимаемся профориентацией школьников в медицину. И также любой желающий, конечно же, может вступить в наши ряды. Вот, ребята, вот почему вы все-таки стали волонтерами? Потому что, наверное, многим, наверное, сейчас молодым людям даже странно будет, ведь это не оплачивается. А все стремятся все-таки получить какую-то финансовую выгоду от своей работы. Я хотела практиковать язык в первую очередь, потому что я педагог французского языка, и это действительно большая возможность практиковать язык с носителем языка. Слушайте, а вы на чемпионате мира по футболу были задействованы, да? Да. И вот там практики было достаточно, я думаю, да? Всех языков, наверное. Ну, это да. Но я там немножечко именно как раз в административной... У меня была административная позиция, поэтому с командами я только Ну вот, так вот Айдар, у вас есть, может быть, какая-то своя мотивация, свой интерес личный? Ну, изначально, конечно, тоже была такая корыстная цель практиковать язык, потому что я хотел, я учился на переводчика тогда. А после этого просто не отпустило как-то вот этого движения, когда ты привыкаешь к людям и просто идешь уже волонтерить не только чтобы, может быть, не только чтобы с ними увидеться, но быть еще полезным, во-первых, и просто как-то проводить время с пользой, вместо того, чтобы сидеть за компьютером, например, целый день, или только учиться, это, конечно, скучно. Слушайте, а это не мешает работе и учебе? Ну, в принципе, если захотеть, можно все совмещать. И можно работу тоже подстроить под волонтерство, и учебу тоже. И наоборот, скорее волонтерство под работу. Да. Хорошо. Оксана, медицинское волонтерство. Вы несете свет в... Здоровье несут. Свет и здоровье, да, в общество. Чем вы мотивированы? Ну, вообще, для меня, как для врача, в целом, волонтерство – это проявление милосердия. То есть это помощь тому человеку, который в этом нуждается. Но вообще волонтерское мероприятие – это всегда новый опыт, новые знания и как бы приносит морю эмоций, положительных эмоций. Это
складывается всегда положительно на здоровье человека в целом. Ну и еще, как для меня, врача-стоматолога, есть уникальный проект. Это является специальным проектом нашего движения. Это «Здоровые улыбки», который направлен на профилактику стоматологических заболеваний. Уже на студенческой скамье у нас была такая уникальная возможность запустить данный проект. И уже будучи только студентом, мы уже начинали нести в массы, именно в детские массы, правильную информацию там, о технике чистки зубов, начиная с детского сада, школы, лагерей в летнее время. Так что это и была мотивация, то есть уже на школьной, даже не на школьной, на студенческой скамье рассказывать о том, что действительно нравится, а действительно о том, что вдохновляет. К сожалению, у нас время отведенное для разговора заканчивается, да, мы бы с вами, конечно, продлили эту тему. Но я думаю так, мы сейчас прорекламировали волонтерство, у нас будет больше волонтеров и на событийных каких-то больших таких действиях, и в медицинской сфере тоже. Спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо. С рекламой мы продолжим. Кто-то верит, кто-то не очень, но мы вам все равно расскажем гороскоп, дела звездные, приступаем к ним. Итак, Овны, день в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваши целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас. Тельцы, поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется обострением хронических заболеваний. Возможно, у вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Ну и еще день хорош для покупок. Близнецы, ваши отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на прочность и, возможно, потребуют переоценки. Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой для них и для вас. Не забывайте о собственном здоровье. Раки, постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. Вечер этого дня посвятите культурному отдыху и активному общению с детьми. Львы, день благоприятный для активного отдыха, похода в лес или прогулки по парку. О работе не может быть и речи. Проведите этот день в кругу семьи. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться. Хороший день. Девы, в жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Ну, продолжаем. Академическому лицею имени Лобачевского исполняется 15 лет. И поздравить его с этим событием пришел лично Николай Лобачевский. Звучит так мистически, но надеемся, что наш следующий сюжет прояснит ситуацию. 15 лет назад при участии Академии наук Республики Татарстан и Казанского центра Российской академии наук начал работу частный лицей имени Лобачевского. Мы можем с гордостью сказать, что мы оправдали надежды ученых, конечно же, и творческих работников, потому что лицей всегда дружит и с театрами нашей Казани, с Национальным музеем. Поздравить лицеистов со столь важным событием пришел сам Николай Иванович Лобачевский. Вы счастливее меня, родившись позже. Лицеисты дружат с потомками Пушкина, Лобачевского и Лермонтова, и сегодня они спешат поздравить юбиляров. Очень рада, что оказалась сегодня здесь, очень рада приглашению и вновь увидеть эти добрые и красивые лица ребят на таком юбилее. Лицеисты являются победителями многих российских и международных конкурсов. В конце ноября ученики средних классов стали победителями на Всемирной робототехнической олимпиаде. Всего за 15 лет из стен лицея вышло более 300 выпускников, которые продолжили учиться в Москве, Петербурге и даже за границей. Мне очень приятно, что каждый из них состоялся, что он нашел в себе что-то важное, главное, сумел раскрыть свои творческие способности. И самое главное, наверное, сохранить любовь к своему лицею и к своим учителям. Потому что то, что лицей сегодня есть, какую он ведет деятельность, это, конечно, заслуга педагогического коллектива. Желаем лицеистам успехов, побед и воплощения всех грандиозных проектов. Ну и мы присоединяемся к поздравлениям, желаем педагогическому составу лицея креатива, профессионального азарта и, конечно же, здоровья. А их ученикам, чтобы школьные годы оставили в памяти самые светлые воспоминания. Продолжим тему любознательных детей. Сейчас в центре нашего внимания окажутся совсем юные почемучки. Сегодня дети расскажут нам, чем неприятны болезни.
Болеть всегда плохо. У нас от этого начинается плохое настроение. И к нам в кровь попадают микробы и плавают там. От этого мы пьем лекарства и потихонечку выздоравливаем. Потом у нас появляется большой аппетит, и мы едим как обжоры. Болеешь, когда насморк, температура и кашель. А если у тебя из пальца идет кровь, это не болеешь, а просто рана, и она быстро заживет. И даже если ты сломал ногу или руку, это не болеешь, а просто тебе больно наступать на ногу, и ты ходишь с костылями, и это не болезнь, а просто неприятность. Я ногу или руку никогда не ломала, но болела 100 раз. Разные заразные микробы летают в воздухе, на комарах и на жуках. Когда они залетают в нос или в ухо, то человек начинает болеть. Чтобы выгнать этого микроба, нужно вызвать доктора, и он пропишет лекарство, и лекарство убьет микроба. А если я болею, обнимаюсь с мамой, то она тоже может заболеть, потому что микробы могут прыгать. Дети болеют 5 дней, а взрослых и болеют целых 20 дней. У детей болит голова, и у них насморк, а у взрослых болит печень, сердце и коленки. Дети лежат дома, и им дают горькое лекарство, а взрослые ложатся в больницу, и их лечит доктор. Я знаю 5 страшных болезней. 1 ангина, 2 температура, 3 грипп, 4 ветрянка с зелеными пупырками и 5 болезнь головы и живота. Когда я болею, не хожу в садик, лежу дома, и мне мама дает всякие бяки. Но от этого я вылечиваюсь. Лучше не болеть. Лучше не болеть, Согласна. а сходить на какое-нибудь замечательное мероприятие, концерт. Сегодня вечером в Казани состоится открытие 6-го международного Абязов фестиваля. В этом году фестиваль будет посвящен року. О том, что интересного ждет гостей фестиваля, мы поговорим с его создателем и художественным руководителем, главным дирижером Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Рустемом Абязовым. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Итак, фестиваль посвящен року. Но, скорее всего, взаимодействию классики и рока. Да, как это будет все реализовываться? У нас предыдущие Абязов фестивали были, мы на них соединяли классику и с различными видами, жанрами искусства, и с разными течениями музыкальными. Был джаз, был этно, и вполне логично, что нам уже пора было подумать о взаимодействии классики и такого серьезного направления 20-21 веков, как рок-музыка. И вот в самых разных формах это будет проявляться на фестивале. Сегодня мы открываем, отмечаем, так сказать, совершеннолетие группы «Волга-Волга». И специально были сделаны оркестровки для того, чтобы их песни. Но я должен отметить тут, что не те песни, к которым привыкли слушатели, каверы их, да, знаменитые, а их авторские песни. У них 3 альбома, даже 5 альбомов выпущено именно с авторскими песнями. И вот они звучат уже с участием камерного оркестра. Сами ребята были приятно удивлены на репетициях, как их песни звучали совершенно в новом таком саунде. Да? Затем 10-го приедет потрясающий певец, рок-певец России, это Николай Арутюнов. Я думаю, те, кто следят за проектом «Голос», они увидели и были в восторге от того, что он творил на этом проекте. Правда, мы с ним договорились о приезде задолго до того, как он участвовал в этом, потому что я специально съездил в Москву послушать его концерт и понял, что его в Казани должны услышать. Затем будет концерт 14-го, который целиком посвящен «Битлз». Причем мы будем очень интересно подавать. Есть в Казани группа под названием «Уиз», которая один в один Да, вот хотелось бы узнать, кто будет представлять. Поет песни «Битлз», а мы
оркестр «Ля Примавера» будем играть концерты Гросса на темы Битлз, на темы тех же самых песен, которые будет петь эта группа, которая написана канадским композитором Питером Брейнером. А еще несколько песен будет совместно исполнено. Так что весь Битлз вот такой будет необычно представлен. Кроме того, будет там группа «Гитара Магия», которая вообще очень интересное сочинение, которое навеяно Чайковским и Битлз. То есть там будет сочетаться «Щелкунчик» и «Битлз». Очень забавно. Ну да, это интригующе звучит. Да. И завершаем мы 16-го, завершаем фестиваль. В первом отделении прозвучит рок-литургия «Легенда российского рока» Олега Сакмарова. Мы как-то это исполняли, но тогда было не настолько масштабно, потому что в этот раз и хор участвует в этом. Это такое серьезное, на целое отделение произведений крупное. А во втором отделении тоже сюрприз, который я лично с большим нетерпением жду. Это будет оркестровая версия знаменитого альбома Pink Floyd «Обратная сторона Луны». Ничего себе. У Pink Floyd очень много поклонников, и я думаю, что сейчас многие подумали, надо бы сходить, надо бы послушать, как это будет звучать. Вы много казанских музыкантов, музыканты из Петербурга. Из Москвы, как мы уже услышали, да. Вот по какому принципу выбирали? Ну, по принципу те музыканты, которые нам необходимы для того, чтобы исполнить эти программы. Понятно, что когда мы разговаривали с Арутюновым, я поставил такое, не то что условие, да, а пожелание, что, конечно, ближе к классике это арт-рок. И он взялся сделать целую программу, которая будет состоять из классических арт-роковских произведений 70-х годов. Там и Эмерсон, там и Генезис, Yes и так далее. И вот, что касается рок-литургии Сакмарова, это он уже сам подбирал команду, которая, это и исполнитель на дудуке из Санкт-Петербурга, это очень интересный вокалист, который, кстати, прославился тем, что, помните, был по России передача какая-то, где вот «Удивительные люди», да, и он умел любую песню спеть в обратном порядке. Вот, и он дошел до финала тогда. И вот он сейчас живет в Иркутске, то есть у нас еще из Иркутска музыкант. Рок-группа из Москвы вместе с ним приедет с Олег, ну, сам, конечно, Сакмаров Олег. Так что вот для литургии это эти исполнители. Да. Когда мы начали делать оркестровую версию Pink Floyd, я понял, что без вокалиста знаменитого, который все-таки исполнит голос, мы не обойдемся, и пригласил Алину Шарипжанову. Я думаю, что у нее это блестяще выйдет. Вот и таким образом, и из Битлз мне нужно было, я давно мечтал о том, чтобы вот эти концерты Гросса, канадского композитора, прежде чем сыграть их, показать в таком в естественном звучании песни Битлз. Я даже на одном из концертов пускал какие-то фонограммы небольшие. А здесь, когда есть люди, которые могут живьем очень похоже спеть, это будет, мне кажется, очень интересно. Ну, давайте еще разок напомним даты. Сегодня у нас открытие фестиваля. Сегодня открытие с «Волгой». Да, 10-го у нас Николай Арутюнов и группа «Кворум» его. Это из Москвы музыканты. 14-го у нас «Битлз» вместе с ансамблем «Уиз». И 16-го закрытие рок-литургия и Pink Floyd. Ну что ж, спасибо большое. Запомнили даты. Поклонники рок-музыки, поклонники классической музыки, вы знаете, что делать. Переходим к нашей следующей теме. Время кулинарной рубрики. Сегодня мы будем учиться готовить. Будем готовить чизкейк. Да, мы привыкли думать, что рецепт чизкейка пришел к нам из США. Но на самом деле этот десерт имеет гораздо более древнюю историю. Древнегреческий врач Егимус, который жил в V веке до нашей эры, написал целую книгу об искусстве изготовления чизкейков. Вот только мы не можем сказать, как называлось это блюдо в Древней Греции, потому что не смогли прочитать. По-гречески. Да. Я, конечно, старался, но не очень. Зато можем научить вас, как приготовить современный чизкейк. Для приготовления чизкейка дома вам понадобится 450 граммов песочного печенья, 180 граммов размягченного сливочного масла, 3 желтка плюс 1 яйцо, 600 граммов хорошего творожного сыра, сок и цедра половинки лимона, 150 граммов сахарной пудры, 100 миллилитров жирных сливок.
Свежие ягоды или фрукты? Печенье нужно раскрошить. Соединить с маслом. Выложить в форму, хорошо утрамбовать и сделать бортики. Выпекайте при 160 градусах в течение 10 минут. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой. Добавьте лимонный сок, цедру и сливки. Добавьте яйцо и 3 желтка, взбивайте на невысокой скорости около минуты. Важно следить за тем, чтобы в начинке не было пузырьков воздуха, и взбивайте недолго. На остывшую основу нужно выложить начинку. На нижний уровень в духовке поставить противень с водой, а на верхний – чизкейк. Выпекайте при 120 градусах около 50 минут. Остывший чизкейк поставьте в холодильник на 6-8 часов. Украсьте свежими ягодами или фруктами ваш чизкейк. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Ну что ж, чизкейк приготовили, можно и позавтракать, а заодно и посмотреть. Отправиться на рекламу. После этого обязательно продолжим. У нас еще тема изобразительного искусства. Будет интересно. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. Обновленная галерея современного искусства откроет свои двери для посетителей 8 декабря. И в числе того, что увидят гости галереи, пришедшие на открытие, это выставка работ российско-канадского художника Дмитрия Грецкого. А зрители нашей программы имеют шанс увидеть одного из известнейших представителей современного искусства лично, потому что он у нас в гостях. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, что увидят казанские зрители? Что вы привезли? Какие работы? Я привез большой проект. Это огромные фигуры, почти 5 метров, инсталляция, видео. Это такой большой мультимедийный проект. Большой во всех смыслах. Во всех смыслах, да, и в прямом, и в прямом. И в переносном. Вы работаете в разных жанрах. Это и живопись, и графика, и инсталляция, и видео. Как происходило вот развитие художника? Почему вот так? Многообразие такое. Да, когда-то давно, когда учился я в Академии художеств в Петербурге, естественно, что на самом деле на графическом факультете, и все началось с графики, потом живопись, потом добавились дополнительные техники. То, что на сегодняшний день мне интересно, на самом деле весь этот проект, последнее время, мы работаем вместе с моей женой, Евгенией Кац, и вместе создаем, в общем-то, эти проекты. И обычно это и живопись, совмещение живописи с видео, со звуком, с инсталляцией. То есть вот на таких... С развитием технологий действительно хочется это внедрять и применить. Вообще, в принципе, мы на сегодняшний день воспринимаем информацию очень так объемно, да, то есть это и тексты, и видео, даже если лента Фейсбука, да, в которой есть, в общем-то, все. И мы воспринимаем это комплексно и в то же время фрагментарно, и все это обобщаем. Все связано, да, одно без другого представить себе невозможно. Но, может быть, есть какая-то из направлений работ, которая вам ближе всего? Вот сейчас, на сегодняшний день. Нет, мне именно близко очень сочетание и живописи, и видео, когда все это... Потому что, когда ты не просто смотришь там на что-то, а ты воспринимаешь... Все это комплексно. Более шире, да. И движущаяся картинка, и статичная, и звук. Мне кажется, что просто сегодня современный человек не может по-другому просто воспринимать информацию вообще в целом. Вы впервые выставляетесь в Казани? Да. Как вам сотрудничество? На самом деле совершенно великолепно, потому что я прилетел поздно вечером, и сразу меня
повезли в музей. И я зашел, музей совершенно потрясающий. И главное, что он очень интересно сделан, потому что белые стены, белый пол. И когда ты заходишь, особенно в большой зал, а потолок, кстати, темный, то такое ощущение, что ты вообще оказываешься на потолке, как бы все так переворачивается. Это очень интересный эффект. Музей потрясающий. Уж я достаточно во многих музеях, в огромном количестве музеев везде был, и музей совершенно великолепно. То есть... все-таки важна оценка профессионала. Да, да, конечно. Это то, что меня сразу когда там еще никто не был пока еще. Да, 8 декабря, напоминаем, 8 декабря. Большие полотна, 3-метровые, да, 5-метровые есть. Как долго, сколько времени нужно для того, чтобы изготовить такое большое произведение? Да, и почему на такой масштаб вот замахнулись? Ну, это как бы временем не исчисляется, как бы в принципе это... Когда-то, может быть, быстро, когда-то медленно, это все... Вот... Художника вдохновение как посещает, да? Даже не знаю, от чего это зависит. Ну, в принципе, этот проект был сделан достаточно давно, вот, но вот именно сейчас он, так скажем, наполнился как бы другими смыслами, добавилась инсталляция, которой не было нигде. Это такая в середине зала будет стоит, вернее, уже подъемная машина, такая реплика к машине Монферрана, подъемной машине Монферрана. Вот. Реплика, конечно, достаточно условная, то есть никак оно не совпадает по структуре. Структура другая, но вдохновение было именно вот от подъемной машины Монферрана. Вы живете на 2 города, Торонто и Петербург. Да. Это как-то помогает вам в творчестве? Может быть, где-то вы в одном городе... Черпаете вдохновение больше, да, в другом реализовываетесь? Нет, ну это интересно. Есть проекты вот в Канаде, есть проекты в Нью-Йорке, есть проекты в Петербурге, то есть в России. Ну, это интересно. Ну, будем надеяться, что в Казани вы тоже найдете чем вдохновиться. Я очень впечатлен городом. Что больше всего вам запомнилось, заинтересовало? Такие провокационные вопросы не задавать. Музей, потому что... Пока что музей, да. Музей меня впечатлил больше всего. Ладно, хорошо, тогда мы вам желаем погулять еще, узнать город побольше. Ну и, возможно, что-то в ваших работах потом будет с частичкой Казани. Какие-то, может быть, памятники. Спасибо вам. Спасибо. Какие еще интересные события сегодня произойдут в Казани, узнаем прямо сейчас. «Вишневый сад» в постановке Александра Славутского интерпретация знаменитой пьесы Антона Чехова, которая позволяет каждому почувствовать себя участником происходящего на сцене действа. Зрители, ровными рядами сидящие практически на сцене, являются собой символ того сада, который и есть главное действующее лицо пьесы. Декорации ажурны и подвижны, что создает ощущение хрупкой, ускользающей красоты. Спектакль не привязан ко времени, яркие наряды артистов, музыка конца 20 века – все это говорит о том, что человеческая суть не изменилась. А прекрасные и хрупкие творения и сейчас становятся жертвами экономической целесообразности. 6-й международный Абязов фестиваль стартует в Казани уже сегодня. В этом году форум проходит под названием «Роковая классика». И, как понятно из названия, будет целиком посвящен року. Откроется фестиваль совместным выступлением камерного оркестра «Ля Примавера» и «Виа Волга-Волга». В программу концерта войдут хорошо знакомые поклонникам группы композиции в неожиданной обработке для камерного оркестра, а также премьеры песен, написанные специально для этого концерта. У казанских любителей балета сегодня вечером появится уникальный шанс. В рамках международного фестиваля искусств «Филармониада» они смогут увидеть самые яркие фрагменты всемирно известных балетов в исполнении ведущих солистов театров Петербурга. Программа «Black and White» посвящена 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Артисты балета Мариинского и Михайловского театров не только исполнят номера из признанных шедевров мировой классики, но и покажут то, чем живет современный балет. Множество просто сегодня культурных событий, куда можно, например, выгулить свое красивое платье. Но случается досадное недоразумение. Вот одно такое досадное микроскопическое пятно может безнадежно испортить новое красивое платье. Пятна от масла и некоторых специй практически невозможно вывести. А бич всех родителей школьников – это следы от чернил на белых блузках и рубашках. Ну, у школьников есть преимущество в этом плане. Они быстро растут, и как бы рубашки-то
на короткое время. Но не все так безнадежно. Доставайте из шкафов вашу запятнанную одежду. Сейчас научим вас, как вернуть ей первозданную чистоту. Борьба с пятнами – серьезная задача для каждой хозяйки. Сегодня мы дадим вам несколько советов, которые помогут в этом нелегком бою. Чтобы быстро избавиться от жирного пятна, обильно смажьте его бесцветным средством для мытья посуды. Этот способ подходит для удаления пятен практически с любого вида ткани, даже шелка. И правило номер 1 при борьбе с пятнами – по возможности не трите слишком сильно. Так вы можете повредить ткань. Пятна нужно бережно застирывать или промакивать небольшой светлой тряпочкой. Если такой способ все же не помог, воспользуйтесь старой зубной щеткой, но действуйте предельно аккуратно. При эксплуатации стиральных машин не стоит использовать порошки для ручной стирки. Они образуют слишком много пены, что грозит поломкой техники. Чтобы удалить стойкие пятна с белых вещей, смешайте 2 литра горячей воды, сок 3 лимонов, 1 столовую ложку соли и четверть стакана порошка. Замочите вещь в смеси и подождите 40 минут. Останется только хорошенько прополоскать вещь. С наступлением школьной поры многие мамы сталкиваются с тем, что приходится удалять пятна от ручек. Избавиться от них поможет лак для волос. Нанесите его на пятно, предварительно подложив между слоями одежды кусочек светлой ткани. Он заберет красящий пигмент. Продолжайте брызгать и промакивать до тех пор, пока пятно не исчезнет, а затем прополощите вещь. Кстати, всегда застегивайте молнии в одежде перед стиркой, иначе зубчики могут повредить другие вещи. Пуговицы же, наоборот, лучше оставить расстегнутыми. Пятна от фломастеров на водной основе обычно хорошо отстирываются в стиральной машине. Если же фломастер на спиртовой основе, попробуйте вывести пятно спиртосодержащим средством. В домашних условиях это могут быть водка или одеколон. Перед отстирыванием необходимо также подложить под место с пятном светлую ненужную ткань, как это описывалось выше. Чтобы удалить жвачку с любой поверхности, положите на пятно кусочек льда и дождитесь, пока жвачка затвердеет. Это работает также с тканями, которые нельзя стирать. Если резиновые части кроссовок или кед потеряли былую белизну, смело чистите их зубной пастой или протирайте жидкостью для снятия лака. Эффект гарантирован. Чтобы вещи из нежных тканей и с вышитыми вставками служили долго, стирайте их в хлопковых наволочках или специальных мешочках в режиме деликатной стирки. Пускай у пятен не останется шансов. С жвачкой не знал. Сколько полезных советов я сама сейчас узнала. Ого, ничего себе. Ну ладно, нам сейчас нужно все это переварить. Любитель жвачек. Да, ну я же не сажусь на них. Но в любом случае, у нас сейчас афиша программ ТНВ, много интересных фильмов, сериалов, мультфильмов и так далее. Внимание, подробнее все увидите. Я готов рассказать тебе о Ясмин все, что знаю. Только зачем тебе это? Я сын Ясмин. Что? Сельма сообщает Архану, что Дилек скрывается у Вадима. Ксюша уговаривает его отказаться от мести, но Архан не соглашается. Ясмин, смотрите сегодня в 9:00. Как он начал писать музыку, где берет вдохновение, чем очаровывал его фольклор, и удалось ли ему разгадать национальный музыкальный код? Композитор Ильмир Низамов в программе «Каравай» сегодня в 13:00. Накануне вручения 6-й музыкальной национальной премии «Болга Радио» в гости к Руслану Шарафудинову пришел ее бессменный ведущий Рустем Гайзуллин. Практически 5 лет назад ты уже готовил на нашей кухне? Да. И вот за эти 5 лет как изменились твои кулинарные способности? Расскажи, пожалуйста. Практически ничего не изменилось. Вместе они приготовят очень интересные блюда: суп-пюре из томатов и катламу. Это блюдо попадет в список
немногих блюд, которые я готовлю и буду любить готовить. Секреты татарской кухни сегодня в 14:00 на ТНВ. Ну и завершаем программу гороскопом. Итак, весы. Приятное предложение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами. Друзья, это важно. Хороший Чем день, больше, хороший, тем да. лучше. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Скорпионы, жизненные силы будут вас переполнять, вам захочется решать самые сложные задачи. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты, ну а также добиться успеха в том, о чем всегда мечтали. Вот подумайте, о чем вы всегда мечтали. Вот сегодня будет успех в этой сфере. Стрелец – это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Есть опасность быть обманутыми или обворованными. Постарайтесь также избегать в этот период общественных мест, где можно быть обманутыми и обворованными. Ну вот снова вспоминаем Бродского «Не выходи из комнаты». Козероги, день серьезных провокаций. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Сегодня не стоит рассчитывать на взаимопонимание. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными. В общем, да, все. Будьте предельно осторожны. Водолеи, возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваши беспокойства и тайные страхи не оправданы. Трудолюбие и усердие вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо. Рыбы, отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Как мы всем желаем остаться дома, потому что дом – это крепость. Уделите внимание семье, не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Да, вот так вот, в середине недели. Да, в среду, почему бы и нет. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Но вот мы смеемся, ведь в действительности нам всегда не хватает времени остановиться, посмотреть на своих родных, близких, посидеть за семейным ужином. Попробуйте сегодня это реализовать. Это все, что мы успели рассказать сегодня. Вот что вы увидите завтра. Приятного аппетита! Готовим овсяные панкейки. В стиле «Кому поможет лимфодренажный массаж». Как создать интерьер в стиле конструктивизм. Что ж такое конструктивизм, узнаем завтра в 8:10 на ТНВ. Ну а этот день вместе с вами начинали Светлана Звонарева, Влад Портнов. Увидимся завтра в это же время, в этом же месте. А сегодня хорошего дня. Пока-пока. Волга-радиусы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета», телеканала «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. 6-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида.